Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Президент Алан Гаглоев принял участие в праздновании 200-летия Черкеска, где отметил важность братских отношений между регионами. Уникальный архив и эксклюзивные интервью о становлении республики ГТРК ИР запускает исторический проект Грима Амиева и Юлии Бестаевой под названием «Мәсік». Юбилей Феликса Алборова. В честь 90-летия со дня рождения великого осетинского композитора в Южной Осетии состоялось открытие памятной доски. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 200-летия Черкеска, где подчеркнул важность братских отношений между регионами и отметил успешное развитие Карачаево-Черкесии благодаря федеральной поддержке. В своем выступлении перед многотысячной аудиторией он акцентировал роль города как символа межнационального согласия и культурного богатства Северного Кавказа. Масштабный праздник развернулся на стадионе «Нарт», где собрались более 10 тысяч гостей и жителей республики. Гаглоев поздравил жителей с праздником, отметив в своей приветственной речи важность братских отношений между регионами и пожелал Карачаево-Черкесии дальнейшего процветания. Уважаемый Рашид Борисович, дорогие друзья, между Схимвалом и Черкеском главный Кавказский хребет и 400 километров пути. Однако разве это препятствие, когда едешь, братья? Тем более, что сегодня цель встречи на земле Карачаево-Черкесии столь приятная, ведь столица Карачаево-Черкесской республики собрала друзей по особо красивому и торжественному празднику. Примите же, друзья, самые искренние, теплые и сердечные поздравления с вашим прекрасным праздником, с 200-летием со дня основания города Черкеска, который уже давно стал символом межнационального согласия, трудолюбия и веры в будущее. Президент Алан Гаглоев отметил, что знаменательный юбилей столицы региона – это действительно историческое и значимое событие. Сегодняшний день не просто дата в календаре. Это исторический рубеж, отмечающий 2 столетия развития, преодоления трудностей и созидания. 2 столетия, в течение которых на берегах Кубани, берущий свое начало в ледниках Эльбруса, вырастал город. Город, который обрел и сохранил свое лицо, свою душу и свою гордость. Президент подчеркнул, что Черкесск – это не просто столица Карачаево-Черкесской республики, это место, где переплетаются истории и культуры народов, населяющих этот живописный край. Черкесск не просто административный центр, это сердце Карачаево-Черкесии, живое воплощение ее многонационального состава, богатого этнокультурного наследия, стремление к развитию подлинно братских отношений между жителями республики, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания. Особое внимание президент Южной Осетии уделил роли федеральной поддержки в развитии Северного Кавказа. Он добавил, что сегодня Карачаево-Черкесия уверенно движется вперед. Благодаря поддержке президента России, федеральных органов власти в регионе идет реализация крупных проектов в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, строятся современные объекты здравоохранения, образования и культуры. Россия во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным делает все возможное для развития регионов Северного Кавказа. Федеральные программы поддержки, инвестиции в инфраструктуру, поддержка национальных проектов – все это приносит реальные, очень зримые результаты. Алан Гаглоев подчеркнул, что Черкесск сегодня современный и динамично развивающийся город, где бережно хранят традиции и смело смотрят в будущее. Глава Юго-Осетинского государства выразил уверенность, что Черкесск и дальше будет развиваться, сохраняя при этом свою самобытность и богатое культурное наследие. Взятый Черкеском 200-летний рубеж – впечатляющий юбилей. Но главное не в том, сколько лет прожито, а в том, как прошли эти годы. С полным основанием и с гордостью за наших братьев мы
можем сказать, Черкесск прожил эти 2 столетия с достоинством, мужеством и верой в светлое будущее. В завершении своего выступления он пожелал городу новых побед, открытий и свершений, а жителям счастья, благополучия и мирного неба. Пусть Черкесск живет в благополучии и согласии. Пусть в каждом доме будет мир. Пусть каждый житель чувствует гордость за свою малую родину. Уважаемый Рашид Борисович, уважаемый Алексей Олегович, от всего сердца поздравляю вас и всех жителей Черкесска и Карачаева-Черкесии с 200-летним юбилеем столицы республики. Желаю вам счастья, мирного неба и процветания. Пусть каждый год множит ваши успехи и достижения. Ранее также состоялась рабочая встреча президента Алана Гаглоева с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым. Агунда Губозова, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил работников финансовой сферы Южной Осетии с профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем финансиста. Ваш труд – это основа стабильности и процветания нашей страны. Вы обеспечиваете бесперебойное функционирование экономики, контролируете финансовые потоки, формируете государственный бюджет Республики Южная Осетия и способствуете реализации важных социальных проектов. От вашей компетентности, ответственности и преданности делу во многом зависит благополучие наших граждан. В этот знаменательный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и плодотворной реализации ваших планов. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а финансовая система Республики Южная Осетия стабильной и процветающей». Сегодня в Министерстве финансов царит праздничная атмосфера. Коллектив отмечает свой профессиональный праздник. За эти годы коллектив внес весомый вклад в развитие финансовой отрасли республики. Для большинства людей профессия ассоциируется с престижем, и только сами работники финансовой отрасли знают, что это неимоверный мыслительный труд, волнение и тревоги. День финансиста сегодня отмечают не только работники Минфина, но и специалисты, работающие в разных отраслях экономики. Всех причастных поздравил и министр финансов Дзамбулат Татаев. Дорогие финансисты Республики Южная Осетия, позвольте поздравить вас с нашим профессиональным праздником. От нашей каждодневной работы зависит будущее нашей республики. Тот опыт, который вы набираете на ваших рабочих местах, те знания, которые были получены в высших учебных заведениях, эффективно реализовываются. Мы уверены, что тот вклад, который мы вносим в экономику нашего государства, он благополучно отразится на будущем росте. Желаю вам здоровья, успехов и карьерного роста. В этот праздничный день особенно хотелось бы выделить ветеранов финансовых органов, которые в самые тяжелые времена становления нашей государственности трудились, не покладая рук. Они построили ту финансовую систему, в которой мы сегодня работаем и которую мы развиваем. Спасибо вам большое. Президент Алан Гаглоев поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первого заместителя министра обороны Российской Федерации Валерия Герасимова с днем рождения. Глава государства выразил свое уважение и уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами и пожелал Валерию Герасимову крепкого здоровья, благополучия и энергии для воплощения всех намеченных планов. И сегодня же президент Алан Гаглоев поздравил архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима с днем рождения. Глава государства отметил неоценимое значение пасторской деятельности архиепископа на благо единства остинского народа и пожелал священнослужителю доброго здоровья, долголетия и благословения во всех делах, нелегких трудах и благих начинаниях. Перейдем к другим новостям. Завершился первый промежуточный этап восстановления мемориалов в Южной Осетии в рамках проекта «Победили вместе». Проект реализуется благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке фонда президентских грантов и направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Во время рабочего визита представители фонда проинспектировали ход работ на объектах.
Рабочий визит представителей фонда продолжился в Знаурском районе. Здесь они осмотрели строящиеся памятники и те, которые не были внесены в программу, но силами сельчан и местных администраций приведены в порядок. Осмотр начался с села Аунив. На данном объекте поменяли плитку памятника, провели в порядок основание. В селе Вахтана также планируют провести ряд работ, в их числе установка новой плитки, забора, лестницы и благоустройство прилегающей территории. Полным ходом идут работы в селе Гористов. Памятник был построен силами молодежи в 1984 году. Это один из самых красивых построений в районе. Памятник будет полностью отреставрирован. Не то, что государственный проект, 1984 год, собрали деньги, сами сделали. И мне кажется, это очень красивый проект на самом деле. Очень необычный, красивый проект. И в этом плане важно было тоже восстановить. И вот видно, что люди присматривают за ним, но тем не менее, конечно, капитальный ремонт он требует. И за это вам, Наталья, огромное спасибо. И память поколений, память поколений, потому что на самом деле такие вещи нужно делать. И это сохраняет нашу общую историю. Это очень важно, на самом деле. Это все герои-односельчане, да? Да, из села. Да. Вот этот виноградник тоже посажен на тогда. Да. На каждый 9 мая готовим вино. Из этого винограда? Белый, да? Приглашаем. Гостей здесь приветствовали стихотворениями. Представители фонда остались довольны качеством работ и темпами их проведения. Великая держава, могучая страна, да здравствует Россия, защитница она. Спасибо. Стихами Вот у нас... вам спасибо сказали вам стихами. Спасибо большое, нам очень приятно. К концу этого года в самом центре поселка Знаур появится новый памятник павшим воинам Великой Отечественной войны. Сюда могут приходить все жители поселка и проводить мероприятия ко Дню Победы. Самое главное. Там память. А его пока нет на реставрации, да? Или он вообще с нуля? Это с нуля. А есть это Проект. проект? Проект есть, да. Памятник украсит центр поселка, а у жителей появится благоустроенная территория, где они смогут почтить память своих великих предков. Памятник Знаурского района. Да. Значит, здесь что будет? Здесь уже брусчатка, вот сейчас они 2 недели здесь работают. 2 недели тоже нет. Ну, примерно. Неделя, да. Неделя. Уже брусчатка есть, освещение будет. Уже выведено, да, все эти? Да, зеленая зона. Памятник сам, конечно, вот сейчас он на изготовлении находится. Вот. И, в принципе, будет хорошим местом, потому что это самый центр села, и будет на 9 мая куда прийти, где возложить цветы, отдать дань памяти, Вот. Очень красивое место, спокойное, хорошее, и работы они ведутся, сразу видно, что... Вы планируете закончить в ближайшее время этот объект, да, вообще? До конца Это самый центр всего района, можно сказать. Ну да, с него и надо, как говорится, начинать. В рамках проекта будут оснащены и обновлены еще 56 объектов. Цель проекта к 9 мая 2026 года – создать современные и благоприятные условия для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и укрепления дружбы между народами Южной Осетии и России. Яна Плиева, Регина Черткоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Полную версию репортажа смотрите после новостных выпусков «Сегодня» и «Абон». А мы перейдем к другим новостям. Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия возбудило уголовное дело по факту хищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья из корыстных побуждений, а также вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере. В настоящее время установленный злоумышленник и его соучастники объявлены в розыск. Имеются задержанные также подозреваемые в соучастии в совершении названных преступлений. В версии следствия 6 сентября 2025 года примерно в 17:00 часов злоумышленники, передвигаясь на установленной следствием иномарке серебристого цвета, по ранее достигнутой с потерпевшим договоренности, подъехали к нему по месту его жительства на улицу 8 июня города Цхинвал. Короткого разговора с потерпевшим установленный злоумышленник предложил ему сесть в машину. Потерпевший, подчинившись воле преступника, сел в машину. Он был вывезен на северную окраину Цхинвала. Там потерпевший около 3 часов подвергался физическому насилию.
Злоумышленники требовали им передать имущество в особо крупном размере. Завладев ключами от автомобиля потерпевшего стоимостью 6 миллионов рублей, злоумышленники привезли и высадили потерпевшего обратно у его дома по улице 8 июня. Чтобы предотвратить угон автомобиля, потерпевший проследовал к месту парковки автотранспорта, сломал заднюю форточку, проник в салон и изъял электронные детали авто, сделав его запуск невозможным. Следственным управлением ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Феликса Алборова, выдающегося композитора, автора музыкальной составляющей гимна Южной Осетии, чье творчество стало неотъемлемой частью национального культурного наследия. Его произведения, пронизанные патриотизмом и мелодичностью, продолжают символизировать единство и духовную силу осетинского народа. По сей день Феликс Алборов живет и звучит в своих композициях, в фильмах, концертах и везде, где ценят искусство. Сегодня бы исполнилось 90 лет Феликсу Алборову, композитору, автору гимна Южной Осетии. Его вклад в национальную культуру неоценим, а творчество остается важной частью осетинского наследия. Феликс Шалвович Алборов – выдающийся композитор, чья музыка наполнена любовью к родине и глубоким пониманием осетинской души. Его произведения отличаются мелодичностью, эмоциональностью и отражают богатую историю и культуру Южной Осетии. Его музыка настолько нежна, глубока и выразительна, и самые глубинные струны человеческой души он затрагивает. И вот чем больше слушаешь его музыку, тем больше она тебе нравится, и тем больше ты входишь в эту музыку, вот, в образ его произведений. И чем чаще слушаешь, тем больше она вся ты проникаешься и отдаешься этой музыке. Настолько она великолепна и так затрагивает душу человека. Гимн Южной Осетии, написанный Феликсом Алборовым, стал символом национального единства и патриотизма. Его торжественная мелодия и вдохновляющие слова объединяют осетинский народ многие поколения. В его звуках эхо героического прошлого и взгляд в светлое будущее. Музыка – это язык души, говорил маэстро, и его гимн – яркое тому подтверждение. Помимо гимна, Феликс Алборов создал множество других произведений, включая песни, хоровые композиции и инструментальную музыку. Его творчество получило широкое признание как в Южной Осетии, так и за ее пределами. Любое его произведение, вот, даже у него простых песен нету. Все его песни – это крупные, хорошие произведения. И слушая их, человек всегда проникается, какой он был великий, мыслями о том, какой он был великий человек, и как он может познать душу человека и так отразить его в простых мелодиях, в простой музыке, в простых песнях, вот душу человека. А, конечно, он великий, и он был удивительно многогранным, талантливым человеком. И был и крупным ученым, фольклористом, ну, конечно, композитором, и скрипач был, и пианист был великолепный, и органист он был. Память о Феликсе Алборове живет в его музыке, которая продолжает вдохновлять новые поколения осетинских музыкантов и слушателей. Его имя навсегда вписано в историю осетинской культуры. Музыка композитора – это глубокий и мелодичный рассказ о земле предков, пронизанный теплом солнечных дней и величием гор. Феликс Алборов оставил после себя богатое наследие, которое будет вдохновлять поколение музыкантов и слушателей. У моих родителей было 5 детей. 2 до меня, и девочка еще была между мной и младшим братом. У нас осталось 2. Мы воспитались
Два брата воспитались матерью нашей, очень теплой, хорошей, музыкальной женщиной. Брат был рабочий, мастер по холодильным установкам, очень тоже музыкальный, кстати. Я помню, когда я уже ходил в музыкальную школу, то когда я учил дома этюды на скрипке, то, уйдя в школу, брат брал скрипку и по слуху играл эти же этюды. Оксана Джуева, Зарина Таттаева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же в Схинвале состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски композитору Феликсу Алборову. Мероприятие прошло при поддержке администрации президента и Министерства культуры республики. По завершении митинга состоялось возложение цветов. Есть люди, которые на протяжении всей своей жизни служат выбранному делу. Делом своим возвышают любовь свою к Отечеству. С этих слов началась церемония открытия памятной доски. Память о выдающемся композиторе Осетии, авторе гимна нашей республики Феликсе Шалвовиче Албореве, в доме, где жил мастер, состоялась церемония. Мероприятие прошло при поддержке администрации президента республики и по инициативе Коммунистической партии и Министерства культуры. Было отмечено, что маэстро и по духу, и по убеждениям был коммунистом и состоял в Компартии Республики Южная Осетия. На культурном небосклоне, музыкальном небосклоне Осетии его звезда горит ярким светом. Он шагнул в этот прекрасный мир музыки, шагнул со своим именем, которое до сих пор непоколебимо. Министр культуры республики Радат Загоева отметила неоценимый вклад мастера в развитие отечественного музыкального искусства и культуры в целом. Oedden folklor yn byrgeneg yma i'r toseg. Oedden orachsyn gwchtoriad geneg. Yma seirog ta yn bestog ysdrdom chea. Директор Схинвальского музыкального училища Жанна Гагиева отметила, что в свое время маэстру пришлось немало сделать для того, чтобы в Южной Осетии открылся свой храм Эфтерпы. Человек был тончайшей душевной организацией. Невозможно писать такую музыку, которая с первых звуков просто вклинивается в память, в душу, и ты эту музыку просто никогда не забудешь. Это композитор всех времен и народов. Для себя бы я его охарактеризовала как Моцарт. Феликс Алборов также собрал воедино все данные об остинской музыкальной культуре. После этого состоялась торжественная церемония открытия доски. В ней приняли участие Доментик Умбегов и ученица композитора Марина Техова. Торжественный митинг завершился возложением цветов. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. ГТРК ИР представляет уникальный телепроект «МАСЭК», посвященный ключевым этапам становления республики. В основе эксклюзивные интервью с участниками событий и ранее не публиковавшиеся архивные материалы, раскрывающие историю борьбы за независимость. Авторы проекта Грим Мамиев и Юлия Бестаева подготовили ежедневные выпуски, цель которых – показать путь государства и людей, определивших его судьбу. ГТРК ИР запустил уникальный проект об истории становления республики под названием «МАСЭК». Каждый выпуск передачи уникален. Будут показаны самые важные исторические события, предшествовавшие созданию независимого государства. Эксклюзивные интервью с участниками тех событий, внесших неоценимый вклад в становление республики, и архивные материалы, которые помогут зрителям понять и вникнуть в тяжелый путь борьбы, пройденный нашей страной. Նսանյուրեք ժնազուն Ռեսպուբլիկան նա փոցախոդը սրաստել խաստյաներթն ֆոնզոզը ամակեզաղն է մոխտար բոֆանդը դուց բոնուսთან ալավարտացիկլ բոցատականն բոկուստուել на Республикаизм гунтар телепроекта авторта Мамитегри ама бестот Юля будун аранборт куту уникалун армаджтан
Как рассказали авторы проекта, они постарались сделать выпуски передач максимально интересными и объемными. Творческий процесс идет полным ходом. Выпуски будут выходить в эфир каждый день. Цель проекта – показать широкой аудитории все этапы становления нашего государства и людей, которые принимали непосредственное участие в решении ключевых вопросов. На республика Срестатах Хайдзуренс вот целта хардищета стой авдисантам. ما قدم جسكا أوس على ورتسيكلو قدمنا فيديو باسوبي أفتو رزق فلتران. نريد أن نفير راسليس تو على ورتن على بندر سابدي سيستم سونغ أن دسم سنتيابرونغ نو خبرت فستم. В рамках проекта использованы уникальные архивные кадры, которые никогда ранее не были представлены в эфире. Авторами телепроекта являются Грим Мамиев и Юлия Бестаева. Зарина Кочева, Алим Байтаев, информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность и дожди. В Знаурском районе днем плюс 23, ночью плюс 16. В Удзауском районе днем плюс 21, ночью плюс 16. В городе Квайса днем плюс 19, ночью плюс 14. В Ленингорском районе днем плюс 22, ночью плюс 18. В Цхинвале днем плюс 22, ночью плюс 17. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.